Сейчас на сцену выйдет Евгений Прокопьев со своей спутницей Татьяной Ющенко. Здравствуйте. Я бы хотел представить новую певицу на нашем небосклоне якутской эстрады. Татьяна Ющенко заняла в этом году одно из призовых мест на конкурсе «Золотой голос-2015». У этой девушки есть все данные. Мне кажется, что ей очень пошло бы выступать на сцене. И, ну, если человек хочет выступать, почему бы и нет? То есть мне, как вот человеку, ну, наверное, более-менее имеющий какой-то опыт, видно человека со стороны. Вот человек хочет, надо ему помочь. А мы вам помогаем и предоставляем вам сегодня сцену. Прошу. Конечно, с удовольствием. В те дни, когда не сплю я с мыслью о тебе, то закрываюсь дома в тишине один я, а за окном летит и кружит белый снег. Я жду тебя возле камина. Я хотел, чтоб ты любила так, как я. И этот вечер слишком грустный, необычный не проводил я без тебя. Как я хотел, любовь моя. Как я хотел, любовь от нас, чтоб не ушла и не исчезла бы, как снег на солнце тая, без слов растая. Когда уходишь ты, как мне тебя понять и не любить, когда ты этого не хочешь, и бесконечно с новой силой ревновать, так только ты заставить можешь. Как я хотел, любовь моя. Как я хотел, чтоб ты любила так, как я. И этот вечер слишком грустный, необычный не проводил я без тебя. Come vorrei, amore mio. Come vorrei quest'amore che va via non si sciogliesse come fa l'albero al sole senza parole. И в этот раз ко мне другая не придет, чтоб на подушке удалить твою помаду. И за окном луна на небо не взойдет, не хочет быть со мною рядом. Евгений Спасибо. Прокопьев и Татьяна Ющенко. Молодцы. Присаживайтесь, пожалуйста. Мне очень тоже любопытно, интересно узнать, какие же у вас были интересные новогодние истории. Может быть, сказочные, может быть, необычные. Жень. Ну, я хотел предоставить слово даме. Татьяна, начинай. Ну, каждый Новый год, мне кажется, для любого человека это в любом случае запоминается, это праздник, событие. И, в принципе, в моей жизни точно так же, но следующий год еще не наступил. Но я думаю, что мне запомнится больше всего именно этот год, этот уходящий год, потому что в преддверии вот Нового года буквально мне позвонил Женя. Он позвонил мне, помню, примерно до часов, наверное, 6 вечера и предложил петь дуэтом. Моему восторгу не было предела. Я была очень счастлива просто. И я думаю, что это мне, наверное, запомнится больше Это не всего. очень эмоциональная девушка. Ну, в твоей жизни вообще чудеса не только под Новый год, я так понимаю, происходят вот уже. Наверное, да. Это здорово. В этот момент я прекрасно помню, Таня взвизгнула просто от восторга. Я почувствовал, как она подлетела до потолка. Ну, я скрывала, если честно, прости. Нет, у тебя плохо получалось. Ну, в общем-то, этот год
наверное, ознаменовался, знаете, это просто невероятное. Я давно об этом мечтал. Я мечтал давно о путешествиях по Якутии. И в этом году я посетил 13 улусов Да ты что? с различными выступлениями, там где-то что-то вели, или выступали, или пели песни, или где-то участвовали в открытии чего-то, или там юбилей улуса какого-то справляли, да. В общем, в этом году я считаю, что моя мечта сбылась на все 125%, поэтому этот год, я считаю, что для меня, например, он лично очень хорошо прошел, и вот Ну счастливый хорошо, вы рассуждаете как артисты. А если мы все-таки, вот я говорила вначале, что Новый год это все-таки праздники с детства, из детства. Вот что-то детское, такое вот чудесное, волшебное, можете припомнить? Костюм зайчика, я так и вижу Женю с ушками беленькими, с Да, мне пушистым было хвостиком. года 4, наверное. Это был Я мой угадала. первый костюм, ну, по крайней мере, когда я помню. Я пришел на утренник, Дед Мороз меня посадил на коленки и говорит: мальчик, прочти Мальчик-зайчик, ну-ка спой. какой-нибудь стишок. Я ему рассказал один стишок, потом, подождите, я еще второй знаю. Второй рассказал, подождите, я еще сказку знаю. И начал ему, Дед Мороз не знал, как отделаться от этого мальчика. В общем, Он этот пожалел об мальчик этом. сидел и рассказывал. Ну, в общем, я получил большое количество подарков детских, новогодних. Вот этим мне запомнился первый вот сознательной жизни Новый год. Таня, у тебя как было в детстве? Вот, ну, припоминаю, мне было, наверное, лет 6, может быть, 5, точно не помню. Кто-то домой принес вырезку из газеты. То есть, ну, как бы это же обычное дело, реклама подарков, и я помню, там был такой красочный Дед Мороз на санях с подарками, и я вот с этой газетой ходила до Нового года точно, наверное, не расставаясь. Я почему-то на нее смотрела и прям чувствовала Новый год, верила в то, что Дед Мороз есть, он обязательно ко мне приедет, если я буду ходить с этой газетой. Сколько тебе лет было там? Ой, наверное, лет 5-6, вот я очень хорошо это запомнила. Столько счастья Представим было маленькую мне. 5-летнюю девочку, Да. да, верящую в чудо и хранящую под сердцем вот эту открытку с изображением Деда Мороза, с посланием лично ей, как она считала. Да, так и было. Ну что ж, спасибо вам за такие интересные истории. Надеюсь, я смогла вас окунуть в детство. Ну, а Конечно. мы продолжаем. И я, конечно же, желаю, чтобы этот Новый год и для моих гостей в студии, и для вас, дорогие телезрители, обернулся такой же новогодней сказкой. Пусть в жизни будет все лучше и красочней. Еда вкуснее, эмоции ярче, работа прибыльней, отдых полноценней, чувства глубже, а счастье абсолютным.